Здравствуйте! Меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия. Сегодня рубрика «История в кадрах» перенесет вас в Мирнинский район, в поселок с удивительным и с очень звучным символичным названием Удачный. Если Мирный – это алмазная столица России, то Удачный – это родина первой советской кимберлитовой трубки и место, где добывалось до 90% всех алмазов страны. В середине 80-х годов съемочная бригада Восточно-Сибирской студии кинохроники была откомандирована в поселок Удачный для того, чтобы рассказать о развитии промышленных районах Якутии. Это заснеженные кадры Удачнинского горно-обогатительного комбината 1984 года, а это домашние хлопоты семьи алмазодобытчиков Павловых – Ольга Владимировна и Николай Николаевич. На момент съемок они прожили в Удачном больше 20 лет, а в Якутию они приехали в далекие 60-е. Быстро пролетело время. Вырос сын Валерий, подросли и внуки Михаил и Николай. И также незаметно менял свой облик и поселок Удачный. В 1954 году геолог Лариса Попугаева близ реки Далдын в 13 километрах от нынешнего города Удачный находит первое месторождение алмазов. И кимберлитовую трубку называют «Зорница». Еще через год, в 1955 году, геологи находят трубку «Мир», а следом за ней и крупнейшую в нашей стране кимберлитовую трубку «Удачно», которую начали осваивать только в 1967 году. С этого момента и берет свою историю город Удачный. Удачный был объявлен всесоюзной комсомольской стройкой, и сюда потянули стройотряды со всей страны. За романтикой, подвигами и за запахом тайги. А тайги здесь хватает до сих пор. Вокруг на многие сотни километров ничего. Летом непролазные топи, тысячи рек и озер, а зимой здесь стоят 60-градусные морозы. В 1976 году запускается первая очередь Удачнинского горно-обогатительного комбината. Разработка алмазов набирает обороты, и город начинает стремительно расти. С 1975 года алмазоносную руду добывали уже мощной современной техникой. Сын Павловых, Валерий, работал тогда вместе с отцом, помощником экскаваторщика. Съемочная группа Восточно-Сибирской кинохроники была очень удивлена показателями Николая Николаевича, кавалера 2 орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, почетного граника СССР и Якутии, обладателя почетного знака «Гражданская доблесть Республики Саха-Якутия». Имя Николая Николаевича Павлова в то время у всех было на слуху, ведь его средняя выработка за год была выше средней выработки рекордистов. И, кстати, до наших дней рекорд экскаваторщика Николая Павлова до сих пор еще не побит. В конце 80-х годов его годовая выработка составила 3 миллиона 360 тысяч кубометров горной массы. Опытный мастер отмечал, дело было в технике. Бригада Павлова, состоящая из 3 человек, машиниста и 2 помощников, отлично следила за техникой. Она работала стабильно и без простоев, а это значит, в конце смены ежедневно они сдавали в среднем 3,5–4 тысячи кубических метров горной массы высотой в 5-этажный дом. Эти кадры снял для истории оператор Восточно-Сибирской студии кинохроники Евгений Корзун. Вся трудовая доблесть на этих исторических кадрах. С той поры прошло 40 лет. Сейчас Удачнинский горно-обогатительный комбинат является флагманом компании «Алроса». Комбинат оснащен современным оборудованием, которым управляют высококвалифицированные специалисты. Он отрабатывает крупнейшие и богатейшие месторождения алмазов, разрабатывает новые перспективные месторождения. Например, сейчас Удачнинский ГОК ведет добычу подземным способом на коренном месторождении трубки Удачная. Производство идет непрерывно. Дополнительная геологоразведка показала прирост в 80 миллионов тонн, а это значит, что подземную добычу можно продолжать как минимум до 2070 года. Но вернемся героям съемок к семье Павловых. Мы решили найти внуков Николая Николаевича и узнать, как живет сейчас известная семейная династия. Младший сын Николай работал в Накыне в энергетическом комплексе. Сейчас живет в Подмосковье и работает главным энергетиком. Внук Михаил продолжил дело отца, а значит и дело своего деда. Сейчас он работает мастером участка шахтного подъема подземного рудника «Удачный», кандидат технических наук. Дерево сильно корнями, считает Михаил, и часто водит своего 10-летнего мальчишку Алешу, сына, в исторический музей.
где висит фотография знаменитого прадедушки Николая Николаевича Павлова, чтобы знал, помнил и гордился. В этой сверкающей россыпи результат труда не только семьи Павловых, алмазодобытчиков самого северного комбината. Истории семейных династий уникальны, как наши якутские алмазы, ведь они внесли свою лепту в развитие любимой республики. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно!